Оксузум мен Қырымда. Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и мира темы и беседуем с самыми интересными людьми. Сегодня у меня в гостях будет по скайпу, по видеосвязи известный публицист, социолог, политолог Игорь Эйдман, который живет в Берлине. Этот человек очень известен среди тех, кто читает аналитику на русском языке, но он россиянин только по паспорту, вот, а живет он, и, как я уже сказал, в Берлине. Игорь уехал из России, ну, по многим причинам. Одна из них, наверное, то, что он двоюродный брат Бориса Немцова, убитого в России 5 уже с лишним лет назад. Игорь Эйдман пишет каждый день в Фейсбуке публикации, связанные с текущими событиями, в том числе по Украине и Крыму. Может быть, многие зрители АТР знают его как человека, который в Берлине у посольства российского и в разных местах публичных проводит демонстрации, организует с соратниками своими, в том числе, это, по-моему, крымские татары есть, в защиту Украины, против войны, как бы он не такой, не из тех людей, которые оправдывают Путина, а из тех людей, которые жестко ставят свою позицию в отношении Украины, и человек, который не затрудняется в ответах на вопрос, чей Крым, да. Поэтому давно с Игорем общаемся, сейчас он выйдет на связь, мы налаживаем скайп-связь с Берлином и начнем разговаривать, в том числе и мы начнем, конечно, с темы, который всех, наверное, весь мир беспокоит сейчас, это война вокруг, скажем так, Нагорного Карабаха, где продолжаются третьи 3 дня, уже идут боевые действия, и за ними внимательно следят разные люди, и с военной, и с политической точки зрения. Вот Игорь один из тех. Обсудим, как это, кто в этом заинтересован, как это влияет и повлияет, и уже влияет. Плюс я попросил и дал согласие предварительно включиться редактор издания «Цензорнет» Юра Бутусов, известнейший украинский журналист, который сегодня написал пост большой, даже его распечатал по тому, что происходит на фронте, там из 14 пунктов, где подробно, объективно описал ситуацию с боевыми действиями непосредственно, с тем, что будет дальше. У нас уже на связи Игорь Эйдман, политолог, социолог, находящийся в городе Берлине. Привет, Игорь, слышишь ли ты меня? Привет, Айдер. Рад тебя видеть, слышать. Конечно, тема дня – это Азербайджан, это война вокруг Нагорного Карабаха, боевые действия. 3 дня уже они идут. Я знаю, что ты внимательно наблюдаешь, у тебя есть своя там точка зрения по этой теме, при том, что ты не становишься ни на чью сторону и не сразу заявил, что это, ну, как бы не твое дело туда лезть, с чем я тоже согласен. Потому что мы рассматриваем эту войну в контексте вообще того, что происходит вокруг. И именно поэтому я хочу с тобой это обсудить, как человек, находящийся вообще вне, в Европе, но тем не менее внимательно следящим за событием. Сегодня, вот, точнее вчера, наша коллега Христина Бондаренко, которая была генпродюсером АТР давно уже, ну как бы пару лет назад, но мы с ней контакт поддерживаем. Она работает сейчас в компании «Обозреватель ТВ». Она поехала в Азербайджан. И сегодня она была в Баку и записала там небольшой сюжет от военкомата в Баку, где, ну, призывники. Я призываю сейчас нас посмотреть, и тебя, и меня, послушать, что говорят люди, какая обстановка в столице Азербайджана, а потом продолжим обсуждение. Давайте посмотрим. Ми зараз біля одного з центральних військкоматів. З 6 ранку тут до 9 вечора просто приїжджають люди. Бачите, автобуси. Щойно заповнюються автобуси, одразу їдуть на фронт.
Ось все так виглядає. Зараз підійдемо трошечки ближче і покажу. Зараз підходимо. Ну, насправді не дуже тут дозволяють знімати, але ми пробуємо підійти. Бачите, літні є люди, які проводжають теж своїх онуків, дітей, племінників. Все це триває безкінечно, ну, тобто з 6 до 9 ранку, точніше. Автобуси їхати до фронтової лінії найближчої точки десь 3-3,5, можливо 4 години. І отак. Бачимо один із центральних військкоматів. Саме звідси виїжджають військові на фронт. Автобуси заповнюються таким чином. Щойно заповнилися, одразу виїхали. Щойно заповнилися, одразу виїхали. Ну, все це починаючи з 6 ранку, відповідно. Ну і до 9 вечора. Несколько месяцев тому назад, когда шли бои в Тулузе, он подал заявление, что он сам хочет пойти на фронт. И сейчас его призвали уже в военкомате, я так понимаю, по списку. Он считается добровольцем. А сколько лет ему? Ему сейчас 27 лет. Семья у него есть? Семья, у него недавно родился сын. И вот он, несмотря ни на что, он решил пойти на фронт. Послушайте, ну вот скажите честно, большое количество погибших сейчас, достаточно большое. Вы не боитесь потерять племянника? Ну, насчет количества погибших мы не в курсе, это долг Родины, и насчет этого никто не боится. Это честь для каждого гражданина. А вы тоже пойдете воевать? Призовут, пойду воевать. Обязательно. А вы провожаете кого-то, да? Да. А кого провожаете? Двоюродного брата. Двоюродный брат. А сколько лет? 25. 25. Призвали, либо он сам захотел? Призвание. Призвали, да? Переживаете? Конечно, естественно. Переживатель Это мать. bizim Türkoş'ta bizim oğlanlarımız, bizim yigitlerimiz. Они радуются, что сына провожают. На русском я не понимаю. Украина, мы не понимаем. На азербайджанском она говорит, мы радуемся, что провожаем своего сына. Bize Foş'taki bizim Они oğlanlarımız. радуются. Ну вот так, Игорь, ты слышал, да, сюжет. Я пытался с Христей договориться, чтобы она хотя бы по телефону включилась, но связь все время пропадает. Она говорит, что она вообще с таким не сталкивалась никогда, с такой плохой связью. Ну там, мы знаем, там ограничения, по-моему, в интернете введены официально. Вот или нет, я что точно не скажу, но страна в состоянии военного фактически положения, что мы наблюдаем. И еще, значит, хочу зачитать кусочек маленький, и к нам Юрий Бутусов включится, военный аналитик, известный журналист. Вот он написал, что Азербайджан в широком формате реализовывает сценарий войны 2016 года. Я, честно говоря, не помню. Вот только в этот раз, чтобы армяне не смогли маневрировать резервами и концентрировать силы в одном месте, атака проводится на всех направлениях. То есть это война на всех направлениях. А теперь слово тебе, Игорь Эйдман. Почему именно сейчас? Какие твои версии? Да, почему именно сейчас? Конечно, я думаю, что это точно ответ на этот вопрос знает господин Алиев и его окружение, но я могу сделать только предположение. Дело в том, что режим Алиева в Азербайджане достаточно непопулярный режим. Я общаюсь здесь с представителями азербайджанской эмиграции, и даже на некоторые наши антипутинские акции приходят. И все они в один голос, не только они, но это можно судить и по разным коммуникациям, и через интернет, и очным другим коммуникациям, утверждают, что Алиевых, в общем, ненавидят практически все, кроме их окружения, прикормленных части азербайджанского общества, чиновников, там, силовиков и так далее. То есть режим похож в чем-то на режим Лукашенко. То есть режим Лукашенко, он режим Алиева — это будущее режима Лукашенко, если бы Лукашенко остался у власти. То есть Лукашенко передает власть сына Коленьке, как это сделал старший Алиев и передал нынешнему президенту власть. И их клан продолжает, значит, править этой несчастной, в общем-то, страной. Богатой, с одной стороны, с другой стороны, несчастной, потому что она брошена, в общем-то, в совершенно бесправную, авторитарную систему, полуфеодальную правления клана Алиев. И, как известно, для любого непопулярного диктатора, начиная еще с господина Николая Романова, значит, лучшее средство борьбы с протестами, революцией, движением каким-то — это маленькая победоносная война.
это как бы заинтересованность Алиева здесь совершенно понятна. Значит, теперь Эрдоган. Эрдоган важный игрок здесь. Я думаю, что без поддержки Эрдогана Алиев бы не начал эту войну. Эрдоган тоже диктатор, по сути. Хотя там в Турции элементы демократии существуют, в отличие от Алиева. Но Эрдоган честно выиграл выборы, что и оппозиция признала. Да. Ну, там как бы сказать, что он совсем честно выборы выиграл, тоже нельзя, потому что были репрессии, было ограничение свободы слова, были протесты против журналистов, правозащитников и так далее, и так далее. Да, он, например, вынужден был признать победу оппозиции на выборах муниципальных в Стамбуле и в Анкаре, что, в принципе, невозможно совершенно не только в Азербайджане, но и даже в России. Путин бы никогда такую победу не признал. То есть, безусловно, там режим менее как бы авторитарный, но демократическим его назвать никак нельзя, потому что сейчас там массовые репрессии против оппозиционных политиков, журналистов, правозащитников. Вот. И, собственно, Эрдоган тоже абсолютно не вечен, и популярность он теряет, в том числе и на выборах. Он показал результат гораздо хуже, чем у него был раньше. И, безусловно, на следующих выборах результат будет еще хуже. Если он не накормит свой электорат вот некими ура-патриотической истерией. А его электорат, надо заметить, это не жители крупных городов, это не образованные люди, которые живут там в Стамбуле, в Анкаре. Это даже не люди, которые работают в туристической индустрии Средиземноморского побережья, типа Анталии. В этих всех местах голосуют категорически против Эрдогана. За Эрдогана голосуют глубинка турецкая. Игорь, но мы все-таки немножко не об этом, да? Про Турцию можно... я сейчас договорю. И, собственно, да, и он тоже был заинтересован подкормить вот эту глубинку, подкормить вот этим некой победой над ненавистными для нее армянами, да? Подкормить этих темных людей вот этой патриотической сивухой. И, собственно, он поэтому как бы поддержал Алиева. Дальше третий участник этого, как я считаю, этой корпорации, это господин небезызвестный Путин. Я практически не сомневаюсь, что он дал отмашку Эрдогану и Алиеву, естественно, на эту военную акцию. Почему? Потому что она ему категорически выгодна. Ему нужно сейчас, во-первых, отвлечь внимание от предстоящего поглощения, которым он уже занимается, поглощения Белоруссии, этого ползучего аншлюса Белоруссии, который сейчас будет, я думаю, происходить в ближайшие месяцы. И нужно было отвлечь внимание от отравления Навального и еще от многих других вещей. Переключить международную общественность на проблему армяно-азербайджанской войны. И для него это, я считаю, победа начала этой войны. И более того, теперь он может получать дивиденды, ничего сам не делая, но он всем нужен. Армяне будут просить его о помощи, я думаю, даже сейчас просят, азербайджанцы и турки о том, чтобы он поддерживал нейтралитет. Он, конечно, всех обманет, но будет торговать этим помощью, нейтралитетом и так далее, и попробует по максимуму всех использовать в своих интересах. А Армению вообще подмять под себя окончательно. Недаром Маргарита Симонян, небезызвестная, писала, что Армения будет или должна вернуться к России, или ее не будет. Ну, примерно так. То есть теперь армянские предатели будут этот месседж очень сильно продавливать, что единственный шанс Армении выжить в этой ситуации — это полностью, продаться Путину. Так что вот как бы эти три товарища эту кашу заварили тактически. Другое дело, что есть стратегическая проблема. Игорь, на секундочку, просто у нас Юра Бутусов подключился, у него телефон садится, вот поэтому я хотел бы включить, потом мы про стратегические проблемы ты запомни. А сейчас у нас в эфире по видеосвязи Юрий Бутусов, известный украинский журналист, редактор издания «Цензор.нет». К сожалению, не по видеосвязи, да? По телефону, да? И Юра, привет! Юра, привет. Привет. Слушай, я прочитал твой пост из 14 пунктов про войну в Карабахе, в Нагорном. Хочу задать тебе вопрос сначала политический, а потом уже военный. Вот как ты думаешь, ты же анализировал со всех точек зрения. Очень просто. Почему сейчас? Почему эта война началась сейчас, хотя ситуация там, это давно уже замороженный этот конфликт, постоянно вспыхивающий. Вот твои версии какие? На самом деле это достаточно логичный ход событий. Азербайджан не имеет никаких рычагов для политического решения этой ситуации. Проблема ведь не только в Карабахе, проблема еще и в так называемой зоне безопасности. То есть
азербайджанских территориях, оккупированных Арменией в 1994 году. Вот. Поэтому никаких вариантов, никаких подвижек нет. Поэтому они достаточно длительное время уже пытались использовать силовые рычаги. Вот попробовали с помощью военной операции повлиять на политическое решение, подтолкнуть политические переговоры в 2016 году. Предприняли локальную военную операцию. Было очевидно, что будет дальше продолжение этой истории, что это только начало, проба сил. Но вот через 4 года созрела ситуация, комплекс факторов. То есть поддержка Турции, возможности Турции и желание проецировать свою силу на весь Кавказ. И растущие технологические возможности как Турции, так и военных структур Азербайджана, которые ранее демонстрировали крайне невысокую боеспособность, но в последние годы в них все больше и больше пытаются вкладывать. Ну и вот сегодня этот новый виток эскалации. То есть Азербайджан будет продолжать эти действия. Сейчас ситуация такой позиционный тупик, но я не сомневаюсь, что военное решение этого конфликта будет продавливаться еще не раз, и боевые действия, даже это все опять-таки будет временное перемирие. Ну, как ты написал в своем тексте, цель это, ну, фактически отрезать Нагорный Карабах, территорию, собственно, Нагорного Карабаха, автономной области от Армении, да, вернуть контроль над теми районами буферными, так называемыми, где раньше жили азербайджанцы, которые были оккупированы армянской армией с целью, как они декларируют, ну, защиты как бы населения Нагорного Карабаха. Вот. Удастся ли с военной точки зрения, вот ты наблюдаешь уже 3 дня за этими боями, да, с военной точки зрения есть шансы у азербайджанской модернизированной армии добиться этой цели? Нет, у них нет шансов. Я не думаю, что они готовы, в общем, еще к таким операциям с глубокими такими целями. Они не готовы, то есть заметна, конечно, очень большая слабость азербайджанской армии во многих компонентах. Они, по сути, единственная сильная действительно сторона, благодаря которой им удается успешно вести боевые действия, это насыщение армии большим количеством беспилотников, самых современных израильского и турецкого производства, и наличие, очевидно, турецких расчетов для этих дронов, ударных, особенно для беспилотников «Байрактар», что, по сути, позволило им захватить господство в воздухе, без потерь уничтожить армянскую систему войсковой ПВО. И сейчас, по сути, они висят над головами и наносят серьезные потери армянской армии. Если бы этого воздушного зонтика не было, то я думаю, что о таком продвижении говорить бы не пришлось. Без такой массированной воздушной поддержки был бы, конечно, ситуация была бы очень локальной, очень ограниченной, примерно как в 2016 году. Ну смотри, ты говоришь, что воздух фактически азербайджанский, да, но тем не менее, как ты вот следишь, продвижение небольшое, да, и за это время, ну так, радикальная ситуация на фронте не изменилась. Я правильно тебя понимаю? Абсолютно. Дело в том, что азербайджанская армия по своей структуре, как мы видим, нет реформ. Армия — социальный организм, ее невозможно модернизировать только путем увеличения зарплат или покупки нового оснащения, снаряжения. Армия — это социальный организм. Там, где должны работать профессионализм, там, где должно работать децентрализованное управление, самостоятельность, чтобы применять современное вооружение. Естественно, мы понимаем, что в Азербайджане с этим большие проблемы. И я думаю, что это, скажем, социального характера. Поэтому я думаю, что вряд ли можно проводить реформы армии в обществе, где, скажем, современные реформы армии в обществе, где не созданы для этого необходимые условия. То есть должны быть перемены именно социального характера в армии, продвижение лучших. Это достигается
либо в демократических обществах проведением правильной оборонной политики, либо длительным ведением активных боевых действий и выдвижением уже путем естественного отбора эффективных командиров. Пока мы не видим каких-то реформ в азербайджанской армии, поэтому на южном направлении, где идут бои в буферной зоне, там тонкодоступное направление, там азербайджанская армия, казалось бы, могла продемонстрировать свое численное преимущество, проводить какие-то массированные наступательные операции. Но мы всего этого не видим. Мы видим достаточно ограниченную дееспособность азербайджанской армии. Видим, что у них, по сути, отсутствует пехота боеспособная. То есть они достаточно устаревшая концепция привязки войск к бронетехнике применяют. И она не работает на поле боя современного. Поэтому есть многие факторы чисто военного характера, которые не позволяют Азербайджану провести действительно глубокие наступательные операции и сугубо военными методами решить проблему. Ну и второе, важно отметить, все-таки, несмотря на то, что в Армении, конечно, армия обеспечивается в Карабахе, это очень такой армия очень бедной страны. Мы видим это по экипировке, по оснащению, вообще по всему. Но надо отметить, что моральный дух, мотивация у солдат-срочников и в этой армии достаточно высокие. Поэтому перед дронами этот прорыв обеспечить или военное решение не обеспечишь. Я тебя понял. Ну, то есть твой прогноз так в целом, что окончательного решения вопроса Нагорного Карабаха ты не ожидаешь, и все это остановится на каком-то рубеже, остановится, и будут опять какая-то, переговоры, я не знаю, что, перемирие, и снова пойдет дальше так же, как это было все эти годы до. На севере, то есть по сути сейчас идет борьба, на каких позициях будет остановка. Есть определенная инерция операции. Я уверен, что там азербайджанские генералы говорят, что они еще могут продвинуться. Армянские генералы думают, что они могут провести контратаку. Посмотрим. Сейчас идет позиционная война. Азербайджан продвинулся на ряде направлений и будет стараться ради политических целей любой ценой удержать даже малейшее продвижение для того, чтобы заявить о своей военной победе. Однако при переговорах не говорят, значит, еще есть надежда где-то еще продвинуться дальше. В любом случае, я уверен, что никаких окончательных перемирий быть не может. Это будет временное перемирие, обе стороны это понимают. И это будет затишье, такая пауза, оперативная пауза, подготовка к новой операции, подготовка к новой фазе горячей войны. Сейчас нет никаких предпосылок, чтобы боевые действия остановились прямо сейчас. Я думаю, что эта инерция будет продолжаться. На севере, в горном районе, никаких глубоких наступлений уже быть не может. Там местность очень сложная. И там не могут быть какие-то масштабные операции, там можно было только в расчете на внезапность продвинуться. Но это фактор внезапности азербайджанцы уже израсходовали. Все. Армянская армия уже развернулась там на коммуникациях с Карабахом, поэтому в горах больше продвижения не будет, это точно. На севере будут позиционные бои, чтобы удержать или взять какие-то тактические высоты. А вот какая-то активность, я думаю, будет еще на этих равнинном физулинском направлении, в районе Физули, в районе вот этого на южном участке этой зоны безопасности. Там есть еще у сторон еще бронетехники. Я думаю, что они еще какое-то время будут выяснять, там оспаривать какие-то участки местности, территории. То есть сейчас идет борьба именно за удержание каких-то клочков мест. Опять-таки, никто не будет отступать назад. Я уверен, что сейчас не будет какого-то разведения войск и отхода на исходные позиции. Каждый останется там, на тех позициях, которые занял. И последний вопрос, Юр. Как правильно ли ведет себя Украина политически? Заявил Дмитро Кулеба, министр иностранных дел, что Нагорный Карабах был и остается неотъемлемой частью Азербайджана. И в то же время призывают наши парламентарии и так далее, как-то сесть за стол переговоров. Вот, в общем, позиция такая. Правильно ли мы делаем? Вообще, как это на Украине отражается и может отразиться?
Безусловно, ситуация достаточно сложная, учитывая нашу войну и нашу оккупацию. Я считаю, что заявления сделаны корректные. Надо отметить, что достаточно тоже сложной является позиция и других ведущих. Ну, кажется, что вот связь у нас закончилась с Юрием Бутусовым. Сел, видно, у него телефон, зарядка была маленькая. Спасибо, Юрий, за то, что, я думаю, тебе, Игорь, тоже было интересно послушать, да? Да, Юра очень осведомленный. Я вообще рекомендую всем читать Юрия Бутусова. Вот просто в Facebook зайдите, Юрий Бутусов, и читайте аналитику по войне абсолютно непредвзятую, как мы сейчас видели, трезвую и понятную, да. Но ты это закончил на слове «стратегическое». Вот, Игорь, с нами снова Игорь Эйдман из Берлина. Продолжай свои мысли. Что тут стратегического в этой войне? Да, ну то есть я говорил о неких тактических причинах, да, почему эта война началась именно сейчас. Вернее, даже скорее не сама война, а обострение этой войны, потому что она в таком замороженном или вялотекущем режиме длится уже много лет. Безусловно, существуют стратегические причины возникновения этой войны. То есть это не только как бы некая политическая тактика, да, Алиева и Эрдогана. Безусловно, проблема Карабаха, проблема армяно-азербайджанского конфликта ей уже не одна сотня лет. И в том числе последние 100 лет там тоже периодически возникали какие-то разборки, столкновения, массовые беспорядки и конфликты, главное, между армянской и азербайджанской общиной. Вот, кстати, в этом огромная разница между ситуацией с Нагорным Карабахом и ситуацией с Крымом или тем более Донбассом. Очень часто, и в том числе мои читатели, да, пишут: ну вот вы же за то, чтобы Украина вернула себе Крым и Донбасс. Почему же вы против того, чтобы Азербайджан вернул Нагорный Карабах? Ну, я, во-первых, ни за, ни против, как я уже говорил. Я просто как бы пытаюсь здесь взглянуть на это дело со стороны, да, и с точки зрения независимого наблюдателя. Вот. Но не признать того, что ситуация разная, принципиально разная, невозможно. Вы посмотрите, ни в Донбассе, ни тем более, вернее, ни в Крыму, ни тем более в Донбассе не было никаких крупных, да, или даже просто как любых, да, межнациональных конфликтов десятилетий. Не было никакого движения за независимость или за присоединение к России. Это все было рукотворно сделано государством под названием Российская Федерация, а конкретнее ее властями, причем в основном в последние годы. С Крымом там мутили еще с 90-х, там Лужков еще мутил и так далее. Значит, Донбасс начали мутить уже буквально на глазах, по-моему, после или во время Первой оранжевой революции. А главной, наиболее важной была провокация, собственно, этого не имевшего никакого реального основы, да, конфликта. Это в 2014 году. То есть Карабах — это, как бы ни относиться, армянский, азербайджанский, не буду сейчас обсуждать, но это некий глубинный, имеющий естественное происхождение и реальные корни конфликта. А Крым и Донбасс — это искусственно слепленный, созданный на наших руках, на наших глазах, руками кремлевских умельцев, конфликт, да, созданный с помощью провокаций, с помощью многолетнего раскачивания ситуации, многолетних вливаний в еще не имевшего места быть, да, сепаратистское движение или какие-то сепаратистские настроения, которые реально в том же Донбассе реально появились только в 2014 году. В Крыму они были раньше, но, собственно, тоже не имели какой-то очевидной массовой поддержки. Вы же помните, что фактически в том же Крыму, да, крымские татары разогнали всех этих жалких сепаратистов с площади, просто разогнали, даже не применяя физического насилия к ним практически. Просто те испугались и сбежали. Пока не пришли зеленые человечки, никакого реального движения не было. Как на Горный Карабах полная противоположность. Как бы, опять, как я говорил уже, не относиться в целом к этой теме. Поэтому стратегические причины этого конфликта, они есть, и они имеют огромную многолетнюю историю. И этот конфликт, безусловно, как сказал господин Бутусов, не закончится ни завтра, ни послезавтра, а, к сожалению, огромное, будет продолжаться и дальше. И закончится он только когда обе стороны, если такое произойдет, надеюсь, такое произойдет, сделают шаги навстречу друг с другу. Есть такой прецедент, если вы помните, был такой президент Армении Тер Петросян, который предлагал некий мирный план, в том числе отказ от оккупированных азербайджанских территорий в обмен на гарантии
неприкосновенности, собственности территории Нагорного Карабаха. Но ура-патриоты, они везде ура-патриоты, они его, собственно, и съели в Армении. И тогда, кстати, у меня был приятель один в Москве, армянин, интеллигентный такой мужик, ну неважно. Он мне говорил еще тогда, что вот сейчас эти Петросяна съели, и теперь мы еще наплачемся с этим. А азербайджанцы нас в покое не оставят. Мы еще, ну как бы он был очень недоволен этой ситуацией. Опять-таки я не имею права здесь иметь какое-то четко выраженное мнение, а он, как человек с места, он все там знает, вот он был очень расстроен. Я хочу даже сравнить ситуацию с Израилем. Помните трагедию Рабина? Вот эта история Петросяна в чем-то похожа на трагедию Рабина. То есть попытка пойти на уступки ради мира, но негативное отношение к этому собственной же страны, собственного общества, которое, значит, полна ура-патриотическому желанию гнобить врага и добить врага до последнего. Но живем-то мы сейчас не в средние века, и этнически чистки невозможно. И, собственно, деваться-то некуда. И Армения, и Азербайджану, так же, как, например, Израилю и палестинским арабам, рано или поздно все равно придется как-то договариваться. Ну смотри, да, я, кстати, могу упомянуть еще одну попытку, правда, примирения не Азербайджана и Армении. Я за этим сильно не следил, ты больше следил. Но с Турцией, когда в 2008 году, сразу после войны в Грузии, приезжал президент Армении, вернее Турции Абдуллах Гюль, встречался с тогдашним президентом Сержем Сарксяном на футболе. Они договорились там о том, что будут дальше вести переговоры, создать историческую комиссию по событиям 15 года в Османской империи и так далее. Но дальше в перспективе дорожная карта, там и реальная карта дорог, и выход Армении, как бы мир, если мир с Турцией, дипотношения, выход ее в Европу, во весь мир, да. После чего, как я тогда узнал, вызвали к Путину господина Сарксяна и очень технично объяснили, что не будет бизнеса ни у него, ни его армянских друзей-бизнесменов, вообще ни у кого. Ничего, вот, армянам будут душить просто в России по полной программе. После чего от идеи всяких контактов с Турцией пришлось отказаться армянскому тогдашнему руководству. Ну а сейчас мы видим, к чему это в итоге все приводит. Значит, Эрдоган действительно, патриотизм серьезный поднялся. И в Турции они смотрят на это все люди, и, наверное, это нравится части избирателям, безусловно. Вот, который считает несправедливым оккупацию Горного Карабаха. В Азербайджане тоже поднялся патриотизм сейчас. Мы видели это на видео Христины Бондаренко и так далее, и так далее. Между тем существует и существовал все эти годы план как бы де юре возвращения Нагорного Карабаха в Азербайджан с сохранением коридора транспортного в Армению и с, как мне сказал один азербайджанец, с максимальной, какой только можно придумать, автономией в составе Азербайджана для вот этих армянской территории Нагорного Карабаха. Но его тоже похоронили в итоге. Были, как мне тоже, вот я небольшой эксперт, были события, когда с расстрелом парламента армянского тоже, да, всякие были после этого события. И есть у меня ощущение, что во всей этой истории рука Москвы очень серьезно, как ты и говорил, по локоть торчит из этой всей истории. И сейчас, вот вчера, я не смотрю российское телевидение, но люди есть, которые смотрят, это героические абсолютно люди, я преклоняюсь перед ними почти религиозно, и вот они посмотрели вчера за их терпение. Они посмотрели вчера программу «60 минут», вот эту пропагандистскую, главную пропагандистское шоу Рейха. И там, как это ни странно бы звучало, да, встали на сторону Азербайджана. И ведущие вроде как там, пытались объективность какую-то сохранить, там включали президента Армении, Азербайджана, но в целом как бы на стороне Азербайджана вдруг Москва, да, и хотя вроде бы как бы вот тебе Симонян, который, правда, вот то, что ты говоришь, да, вроде как за Армению, да, но Армения куда же она без России, давайте сюда, да, эту Армению. В общем, если, допустим, вот Бутусов в это не верит, сомневается, вернее, в этом. Но допустим, что военную победу сможет одержать Азербайджан при военно-технической поддержке Турции, которую Эрдоган, допустим, заявил. Да? Готов ли Путин пожертвовать, условно говоря, Карабахом, Нагорным Карабахом, такой вот как бы исторической христианской поддержкой, вот там и так далее, как это все в России подавалось всегда, да? И плюнуть на, извините такое выражение, значит, на эту ситуацию, но зато получить всю остальную Армению, всю Армению, не остальную, а всю Армению, территорию Армении в полный свой контроль, как и Беларуси, сделать такой уже, как бы, более-менее
такой разлапистый рейх с Белоруссией, с Арменией там на Кавказе и так далее? Я думаю, что у него нет какого-то такого четкого плана. Да, во-первых, я хотел сказать, что ты абсолютно прав, что Путин, безусловно, рука его торчит, и он, безусловно, разжигает конфликт. Конфликт ему выгоден, как я уже сказал, потому что он сразу становится здесь. Он же любит играть такого пахана. Он, значит, пахан, а все к нему идут на провеж, да, и просят у него чего-то. Ну да, решало такое, да? Решало, да, решало. Вот оно, это ему дает такую позицию решало. Это очень выгодно. И, собственно, это, ну и отвлекает от его преступлений тоже последних лет вниманием международной общественности. То есть конфликт ему, конечно, выгоден, но он не хочет жертвовать ни Арменией, ни Азербайджаном. И там у него есть сильные позиции, в Азербайджане тоже. И связь, кстати, армянская связь с армянской и российской олигархией существует, и связь азербайджанской и российской олигархии еще более значима экономически. И люди из Азербайджана в Москве, миллиардеры, очень влиятельные. Очень влиятельные. Игорь, я на секунду тебя прерву на влиятельных олигархах. Просто у нас звонок в студию. Мы всегда включаем сразу зрителей. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свои вопросы Игорю Эйдману. Добрый вечер, Игорь Степанович, Киев. Сначала реплика. Вы затронули, уважаемый гость студии, вопрос вот те события еще в 2014 году. Вы понимаете, я очень хорошо помню, там действительно пришли татарский народ, огромный митинг, там и драка была. Вот возле Верховного Совета 2 дня где-то бурлило, а потом они ушли. И вот мне как-то Муса Джамилев, солидный наш ветеран и предводитель, так сказать, как-то сказал, я все думаю, может мы рано ушли тогда, вот у него в душе были как бы сомнения. А ночью зеленые человечки захватили, когда ушли татары, захватили Верховный Совет, ну и дальше вы знаете. А вопрос у меня такой, а как же вот то, что, конечно, Турция и Армения там с 1915 года огромная ненависть заложена, наверное, генетически. Но как же Россия, как вы сказали, будет разруливать? Там же база, насколько я знаю, в Армении. Да и Армения по менталитету, она не будет, так сказать, не сложит, скажет, ну ладно, договоримся, что-то и так дальше. Как вы видите все-таки здесь, какой ход будет делать Россия в первую очередь? Спасибо. Ну, как я уже сказал, Путин будет пытаться изображать себя решалу, который, значит, к которому все обращаются, а он примиряет, разводит, значит, наказывает и так далее. Значит, насколько ему удачно это произойдет, этот замысел, мы пока не знаем. Значит, как сказал вот господин Бутусов, он лучше меня разбирается в военной составляющей этого конфликта, конфликт, скорее всего, ничем радикальным не закончится, и просто там через какое-то время они еще немножко там вдруг, эта борьба будет продолжаться, они потопчутся там, а дальше на каких-то позициях конфликт затухнет временно, и будет некое перемирие. После этого Путин, естественно, будет пытаться претендовать на роль миротворца, на роль разводчика и сводчика, да, и будет стараться не потерять, как я сказал, влияние ни в Армении, ни в Азербайджане. А в свою очередь армянская и азербайджанская олигархия будет влиять и пытаться, значит, влиять на Кремль, пытаться заносить туда, соответственно, различные дары, да, значит, Кавказа, чтобы повлиять на администрацию, на Путина, чтобы он, значит, встал на их сторону. Я думаю, в Кремле, в администрации президента, в том числе, очень многие сильно обогатятся на этих разводках, там, вплоть до шоферов. Потому что я знаю, что по моей жизни в Москве, просто конкретно знаю случай, да, что взятки там дают даже шоферам администрации президента. То есть это, даже эти люди считаются среди, вот, в том числе и гостей из Кавказа, достаточно влиятельными, чтобы их подкупать. Поэтому я думаю, что они очень сильно там озолотятся. А реально, конечно же, стратегически этот конфликт пока решен не будет, к сожалению, огромному. И все будет, когда он будет очередной всплеск, я думаю, это будет зависеть от внутриполитической конъюнктуры в Азербайджане и в Турции. Армении всплеск конфликта не нужен. Не потому что Армения такая хорошая, а потому что у нее уже все есть. У нее есть Нагорный Карабах, есть, значит, этот коридор к Армении. И расширять свою, скажем так, территорию, которую они контролируют, они им не нужно.
А Азербайджану, ну, наоборот, у него задача эту территорию максимально сократить, а лучше просто как бы ликвидировать. Поэтому мотивированы к обострению военного конфликта в силу объективных обстоятельств азербайджанско-турецкая сторона. Но когда конкретно будут происходить очередные всплески, будет зависеть от того, когда азербайджанско-турецкой стороне или сторонам понадобится новая маленькая победоносная война, и они будут уверены, что вот сейчас-то точно им удастся продемонстрировать народу какие-то военные там победы и так далее. Там же... Скажи, Игорь, как ты думаешь, Турция вмешается прямо в эту войну или будет оказывать военную помощь? Военную там... Ну вот Бутусов пишет, что, скорее всего, беспилотниками вот этими Байрактар, которые турецкие, которые у азербайджанской армии есть, которые очень эффективно на самом деле воюют, да, ударные. Мы видели кадры эти, что ими, по его мнению, управляют турецкие военные. Ну, то есть вот будет ли серьезное вмешательство Турции или будет оно вот на уровне таком военной поддержки братской страны, да? Вопрос довольно сложный, потому что Эрдоган, в общем, товарищ довольно отмороженный. Я думаю, что это опять-таки зависит скорее от внутриполитической конъюнктуры. Эрдоган, как и многие политики, как тот же Путин, ему нужно, он прежде всего думает, решая внешнеполитические задачи, он решает внутриполитические задачи, безусловно. Конечно же, он никак не думает, что он мечтает стать новым там султаном возрожденной Османской империи, но он просто хочет удержаться у власти. Все-таки, как мы уже говорили, Турция страна не скажем, такого мега-цементного тоталитаризма, а страна с довольно таким подвижной политической системой, и Эрдоган, в принципе, может потерять власть. В отличие от Путина, это гораздо проще не потерять власть. Слушай, но поэтому... у Путина тоже, извини, в отличие от Эрдогана, да, как бы к нему ни относиться, Турция ничего не оккупировала никогда, да? Ну, мы не будем брать там территорию, часть Сирии, которые, ну, Сирия и Турция, это вообще сколько турки получили сирийских беженцев за этой войны. Ни одна страна такого не пережила, и честь и хвала этому народу, что они их приняли. Там просто миллионы людей, да? Вот просто представить себе, что вот в Украине 40 миллионов, ну, или сколько там сейчас у нас реально живет, и вдруг на 5 миллионов больше становится, да, людей там. Или даже по отношению к Турции, может быть, ну, короче, да? Но вообще они не захватывали чужие территории, никаких там имперских замашек, ну, физически, Эрдоган не проявлял. А у Путина там стоит, кстати, 102-я армия, по-моему, даже, да, прямо в Армении. Да? База там есть, да, я не того. 1015 людей там стоит в российской военной форме, да, и какую роль будет играть вот эта военная сила России в Армении, которые, ну, де-факто, то есть они могут взять под контроль что угодно, будут ли брать под контроль, будут ли помогать армянской армии, что, или вообще вот Путин молчит же совсем. Ну так я же говорил, да, у Путина задача не поругаться ни с Арменией, ни с Азербайджаном. Он не хочет терять ни Армению, ни Азербайджан. Поэтому я не думаю, то есть я практически уверен, что российская армия не будет участвовать в этом конфликте. Турецкая армия, как мы уже знаем, да, в какой-то степени участвует, но тоже не в открытую. И в открытую я тоже не думаю, что они не перейдут к попытке даже оккупации каких-то территорий, как ты уже говорил. Значит, безусловно, если мы посмотрим на ситуацию в той же Сирии, Эрдоган не старается в любом случае не вступать в какое-то лобовое столкновение с Путиным. То есть конечно, конечно, я об этом и говорю. Вот так шаг вперед, 2 шага назад. То есть они как бы танцуют друг вокруг друга, то обнимаются, то, значит, встают в боксерскую стойку, потопчутся, потом опять обниматься начинают. То же самое и в Ливии. Вот. Поэтому какая-то игра там, конечно же, в Южном Закавказье между Путиным и Эрдоганом будет, но эта игра не перерастет в лобовой клинч. Игорь, вот интересна роль господина Макрона в этой всей истории. Ну, во-первых, Макрон за последние там 3 года зарекомендовал себя как симпатик Путина, вдруг резко изменившись, да, как-то он прям за одну весну поменялся, я помню, это, по-моему, 17-й год был, вдруг он поехал в Питер, до этого там Russia Today отвечать на вопросы не буду, там, это не буду, Россия там пропаганда, вмешательство в демократию, вдруг раз, и к Владимиру Владимировичу под юбку, извините за выражение, значит, в Петербург поехал. Вот. И с тех пор он как-то такой очень конструктивный стал. И последняя вот цитата была такая: если мы хотим жить в мире, то мы должны работать с Россией. Ну, что-то мне напоминает довоенные речи в Европе, году так в 39-м, 38-м, 36-м. Вот. И он, значит, высказал, с одной стороны, что он, типа,
Франция однозначно на стороне Армении. Ну, мы понимаем, чем это объясняется, да? На большой диаспоре армянской, да, ну, много чем, культурно-историческими особенностями, скажем так, этой страны. С другой стороны, он как бы предлагает себя в качестве посредника. И вот можем ли мы видеть такую конфигурацию, если учитывать, вот опять твое мнение о том, что Путин с Эрдоганом действительно какой-то, вот у них какая-то такая своеобразный очень тандем. Мы помним, много конфликтов уже было, и самолеты сбивали, и все, да? Можем мы представить, например, Макрона, как миротворца такого, который десантируется, садится вместе с Путиным, с Эрдоганом, допустим, да? Плюс они могут пригласить, могут не пригласить президентов там этих, ну, наверное, пригласят, да? И вот так все это закончится каким-то там договором в итоге. Кто-то это выиграет, если так, и может ли быть такое? Ну, Макрону, безусловно, этот вариант был бы очень полезен, нужен, опять-таки, для решения внутриполитических задач. Рейтинг у него невелик во Франции. В общем, во Франции нарастает, да давно уже нарастает разочарование Макроном. Его, как бы, когда он приходил к власти, были надежды, связанные с ним, но он ничего, в общем-то, не проявил. Ничем себя, собственно, не проявил. И поэтому какая-то внешнеполитическая победа, тем более в такой для Франции не чужой, да, области, как Южный Кавказ, где есть Армения, для него была бы очень полезна. Теперь, что касается Путина. В роли миротворца бы он тоже бы, ему было бы предстать очень приятно. И более того, это бы тоже был бы, возможно, прорыв какой-то блокады. Тот же Макрон уже изменил же сейчас тональность выступлений по поводу Путина. Теперь он возмущается, что ему врут в глаза, да, как он выразился, как он президент Франции, а его держат за лоха, в скобках за русского крестьянина, как он сказал. Ничего, вот. Стерпит, я думаю, да. Да, ну вот. То есть как бы это ему тоже в какой-то степени выгодно. С одной стороны. С другой стороны, как я уже сказал, и конфликт Путину тоже выгоден, потому что он будет разводчиком. И он не стал бы Макрону отдавать вот лавры этого человека, да, к которому все обращаются на правёж идут и так далее. Так что я думаю, там будет такой клубок. Гадать сейчас очень сложно. Понимаешь, можно гадать в таком жанре, да, Бриан-голова, да, Макрон-голова. Но, понимаешь, никто пока не знает, что все это... Хорошо, но ты допускаешь, бог с ним, с Макроном, допускаешь, что вообще о начале этих военных действий вообще о том, что это все как бы пойдет по этому сценарию, что Эрдоган мог сообщить Путину, например, они могли об этом поговорить до того или во время, или там после, ну как? Да, я сказал уже, что я абсолютно убежден, что Путин был, по крайней мере, уведомлен заранее о том, что эта операция будет проведена. Дело в том, что в современной политике большая, да, это огромный, да, хрустальный дом, где нельзя кидаться камнями. И что бы ни происходило, люди типа Эрдогана, Путина и прочее, они, как я уже говорил, стараются не входить в какой-то лобовой клинч. И они стараются избежать каких-то резких движений. И я абсолютно уверен, что ни Алиев, ни Эрдоган не начали бы эту войну, этот виток военных действий, не имея отмашку на это Путина. А Путин, как я уже сказал, это выгодно. Почему? Почему бы ему не дать эту отмашку? То есть они его предупредили, он как минимум сделал вид, что это не его дело. Я думаю, именно так. Мы уже упоминали про Беларусь в контексте войны в Азербайджане. Скажи, пожалуйста, вот как-то сразу белорусская тема погасла. Я думаю, что сейчас посмотреть любые СМИ, мировые, украинские, вот я смотрю, любые вообще, да, вот так, по нисходящей упоминания Беларуси, протест ушел в затяг, Лукашенко взял все под контроль, собственно, ну, к сожалению, я это предполагал, по-моему, ты тоже примерно то же самое и предостерегал от такого развития событий. А тут еще и война, обострение там, и все, внимание. Поможет ли это Путину, поможет ли это Лукашенко, и чем закончится вообще событие в Беларуси, вот хотя бы до Нового года? Как ты думаешь? Ну вот я думаю, что будет сейчас происходить медленная, ползучая аннексия, по сути. Конечно, по форме это не будет аннексия, это будет некие меры, действия по реализации, значит, проекта создания союзного государства. То есть оно уже как бы есть, это союзное государство, вот оно будет тихой сапой, в него будет, значит, содержание. Пока это фактически некий образ, да, пиаровский, союзное государство. А в него Путин будет всячески протаскивать реальное содержание. А реальное содержание — это аншлюз Белоруссии к России.
Делать он будет это очень аккуратно. Поначалу он даст возможность Лукашенко окончательно подавить протест террористическими, в том числе, методами. Потому что, чтобы не брать, что называется, не грех даже на душу, а ответственность за это все. И чтобы еще раз, чтобы белорусское общество и власть вошли в еще больший клинч. И в этой ситуации полностью, значит, ослабленный Лукашенко, не пользующий никакой поддержкой населения, и подавленная, изнасилованная страна. Они оба, и тут Путин, да, как крокодил. Рядом раненый, значит, что называется, раненый антилоп. Да? Крокодил эту раненую антилопу, когда почувствует, что клиент созрел, антилопа готова, он на нее попытается наброситься и съесть. Но это как бы негативный сценарий. Я все-таки такой природный оптимист и не всегда верю в лучшее. Мне все-таки хочется верить в то, что произойдет чудо буквально, потому что я иначе не могу сказать. Кроме чуда ничего сейчас не может изменить ситуацию. Произойдет какое-то чудо, и, как знаете, в древнегреческом театре Бог из машины. То есть явится Бог из машины на сцену и разрешит все противоречия. То есть появится какой-то ход к тому, чтобы общественное настроение, общественный протест вдруг резко активизировался и смел этот преступный ублюдский режим Лукашенко. Ну, как это произойдет, я это не вижу. Ну вот начинал говорить с реалистичным аналитиком, а сейчас ты мне про чудеса тут рассказываешь. Вот я говорю, что мне хочется в это верить, понимаешь? Мне хочется верить, что, понимаешь, в истории очень часто происходят всякие, очень редкие, скажем так, случаи. По большому счету, российская перестройка в Советском Союзе — это было чудо. Чудо. Ну как такое могло быть? Да прекрати, ну какое чудо. Там был такой экономический кризис, мы же с тобой помним, мы почти ровесники. Нет, кризис был. Знаешь, кризис есть во многих странах, и он десятилетиями. В Венесуэле не то что кризис, а полный коллапс экономический уже много лет. В Зимбабве там лет 20 был экономический коллапс. В СССР 85 год, я же застал еще это время, кризис был, конечно, но, что называется, он держался. Разваливаться все началось уже окончательно во время перестройки. В 85 году еще более-менее нормально было, в смысле нормально, было, конечно, ужасно, но власти контролировали ситуацию. С их точки зрения все было более-менее нормально. И я что еще хочу сказать, никакой общественного движения мощного, какой-то оппозиции не было вообще, абсолютно. Значит, я жил в городе Нижний Новгород тогда он назывался Горький. Вот во всем городе, может быть, было пяток диссидентов. Но за все время. Игорь, у меня есть что тебе возразить. Мне очень нравится с тобой спорить, и тут есть. Да, в Нижнем Новгороде не было, да? Но начались движения национально-освободительные по окраинам империи. Это и Казахстан, и другие страны, Армения, Азербайджан, опять же, я про Балтию даже не говорю. 80, это все позже было. Это уже когда перестройка началась. Армения, Азербайджан вокруг Карабахского конфликта, это 87-88 год. Значит, когда перестройка, люди, когда поняли, понимаешь, в какой-то момент, это я тоже помню этот момент, при Горбачеве примерно в начале 87 года выпустили большую часть, практически всех, подавляющее большинство политзаключенных. И люди поняли, что больше за политику сажать не будут. И после этого все вышли, как бы не все, а масса людей бросились в политику. И, кстати, поначалу все это было очень смешно, со смешными лозунгами. Например, в том же Карабахе проходили демонстрации с такими лозунгами. Это очень хорошо помню, потому что я слушал западное радио там, с утра до вечера в вторник. Сталин, Берия, Лигачев, Ленин, партия, Горбачев. Вот это как бы, с чего начиналась вся движуха. И то это началось после того, что произошло чудо, по сути. Если бы не Горбачев, а был бы какой-нибудь Романов, вот этот советский маразм, он мог продолжаться еще десятилетия. Безусловно, не вечно. Игорь, 10-15 лет. В этом смысле твоя мысль понятна. У нас минута ровно остается. Да. Скажи, пожалуйста, вот так... Уже такой очень общий вопрос. Почему вот мы вспоминаем как раз эти события, там, демократия, в какой-то момент в России там было больше демократии, чем во многих странах, да, а потом все вернулось к тому, что мы видели, закончилось все войной с соседними странами, убийством или, реально убийством реальных политических критиков, как твоего брата Бориса Немцова. И потом опять Россия превращается в тоталитарное абсолютное государство, просто под другим названием, под другим флагом. Что это за карма такая? Вот у тебя ровно минута. Есть у тебя идеи?
Я тебе хочу сказать, что надо смотреть, что называется, с высоты птичьего полета на историю. Например, какая-нибудь Испания, да? Она много раз уходила от авторитаризма и возвращалась к нему. Уходила от авторитаризма и возвращалась к нему. И только в конце 70-х годов в Испании установилась стабильная демократия. 200 лет где-то Испания, чуть меньше, болталась между абсолютной монархией, между диктатурой. Ну, от Испании вреда немножко меньше было окружающим. Смотря в какое время. Вспомним, Испания тоже была империей. Ну, давай не про Испанию. Я тебя не про Испанию спросил, я прошу. Да, значит, я честно тебе могу сказать, я оптимист. Я верю, что на как бы следующем витке Россия все-таки от империи, от своей имперской сущности, это первое, это главное, и от авторитарной системы, как следствие, как я считаю, ее имперской сущности, освободиться. А как это будет? Скажи мне, но тогда придется распускать империю, отпускать все народы оккупированные. Да, конечно, а без этого не будет. Народ, который держит в рабстве другие народы, не может быть свободен, это известно. Конечно, империю надо Тогда распускать. последний вопрос, там мы уже перебрали. А что от России тогда останется, если все освободить, все народы? Ты знаешь, дофига еще останется. Да. И вспомни, например, Португалию, или ту же Испанию, или Великобританию, которые сейчас, это там 5%, 7% от империи осталось. Тем не менее, эти страны существуют. Ну да, есть, правда, небольшая разница. В Испании и Португалии вино максимум Порто, а тут водка, тут все суровее, конечно, это я шучу, но тоже, наверное, имеет значение к чему-то, к кулинарной потребности Это людей. важно. Да, спасибо Игорю Эйдману, что был с нами, спасибо большое. Я прощаюсь с вами сегодняшним вечером, до новых встреч, смотрите АТР.